Валентина Асеева. Рассказы для детей. В одном доме. Жили-были в одном доме мальчик Ваня, девочка Таня, пес Барбос, утка Устинья и цыпленок Боська. Вот однажды вышли они все во двор и уселись на скамейку. Мальчик Ваня, девочка Таня, пес Барбос, утка Устинья и цыпленок Боська. Посмотрел Ваня направо, посмотрел налево, задрал голову кверху. Скучно. Взял, да и дернул за косичку Таню. Рассердилась Таня, хотела дать Ване сдачи, да видит, мальчик большой и сильный. Ударила она ногой Барбоса. Ой, завизжал Барбос, обиделся, оскалил зубы. Хотел укусить ее, да Таня хозяйка, трогать ее нельзя. Цапнул Барбос утку Устинью за хвост. Всполошилась утка, пригладила свои перышки. Хотела цыпленка Боську клювом ударить, да раздумала. Вот и спрашивает ее Барбос. «Что ж ты, утка Устинья, Боську не бьешь? Он слабее тебя». «А я не такая глупая, как ты», — отвечает Барбосу утка. «Есть глупее меня», — говорит пес и на Таню показывает. Услыхала Таня. «И глупее меня есть», — говорит она и на Ваню смотрит. Оглянулся Ваня, а сзади него никого нет. Добрая хозяюшка. Жила-была девочка, и был у нее петушок. Встанет утром петушок, запоет: «Ку-ка-ре-ку, доброе утро, хозяюшка!» Подбежит к девочке, поклюет у нее из рук крошки, сядет с ней рядом на заваленке. Перышки разноцветные, словно маслом смазаны, гребешок на солнышке золотом отливает. Хороший был петушок. Увидала как-то раз девочка у соседки курочку. Понравилась ей курочка, просит она соседку: «Отдай мне курочку, а я тебе своего петушка отдам». Услыхал петушок, свесил на сторону гребень, опустил голову, да делать нечего, сама хозяйка отдает. Согласилась соседка, дала курочку, взяла петушка. Стала девочка с курочкой дружить. Пушистая курочка, тепленькая, что ни день свежее яичко несет. «Кут-кудах, моя хозяюшка, кушай на здоровье яичко». Съест девочка яичко, возьмет курочку на колени, перышки ей гладит, водичкой поит, пшеном угощает. Только раз приходит в гости соседка с уточкой. Понравилась девочке уточка, просит она соседку: «Отдай мне твою уточку, я тебе свою курочку отдам». Услыхала курочка, опустила перышки, опечалилась, да делать нечего, сама хозяйка отдает. Стала девочка с уточкой дружить, ходят вместе на речку купаться. Девочка плывет, и уточка рядышком. «Тась, тась, тась, моя хозяюшка, не плыви далеко, в речке дно глубоко». Выйдет девочка на бережок, и уточка за ней. Приходит раз сосед, за ошейник щенка ведет. Ой, увидала девочка: «Ах, какой щеночек хорошенький! Дай мне щенка, возьми мою уточку». Услыхала уточка, захлопала крыльями, закричала, да делать нечего. Взял ее сосед, сунул под мышку и унес. Погладила девочка щенка и говорит: «Был у меня петушок, я за него курочку взяла. Была курочка, я ее за уточку отдала, теперь уточку на щенка променяла». Услышал это щенок, поджал хвост, спрятался под лавку, а ночью открыл лапой дверь и убежал. «Не хочу с такой хозяйкой дружить, не умеет она дружбой дорожить». Проснулась девочка
никого у нее и нет. 3 товарища. Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята завтракали, а Витя стоял в сторонке. «Почему ты не ешь?» – спросил его Коля. «Завтрак потерял». «Плохо», – сказал Коля, откусывая большой кусок белого хлеба. «До обеда далеко еще». «А ты где его потерял?» – спросил Миша. «Не знаю», – тихо сказал Витя и отвернулся. «Ты, наверное, в кармане нес, а надо в сумку класть», – сказал Миша. А Володя ничего не спросил. Он подошел к Вите, разломил пополам кусок хлеба с маслом и протянул товарищу. «Бери, ешь». Отомстила. Катя подошла к своему столу и ахнула. Ящик был выдвинут, новые краски разбросаны, кисточки перепачканы, на столе стояли лужицы бурой воды. «Алешка!» – закричала Катя. «Алешка!» И, закрыв лицо руками, громко заплакала. Алеша просунул в дверь круглую голову. Щеки и нос у него были перепачканы красками. «Ничего я тебе не сделал!» – быстро сказал он. Катя бросилась на него с кулаками, но братишка исчез за дверью и через раскрытое окно прыгнул в сад. «Я тебя отомщу!» — кричала со слезами Катя. Алеша, как обезьянка, вскарабкался на дерево и, свесившись с нижней ветки, показал сестре нос. «Заплакала, из-за каких-то красок заплакала!» «Ты у меня тоже заплачешь!» — кричала Катя. «Еще как заплачешь!» «Это я заплачу!» Алеша засмеялся и стал быстро карабкаться вверх. «А ты сначала поймай меня!» Вдруг он оступился и повис, ухватившись за тонкую ветку. Ветка хрустнула и обломилась. Алеша упал. Катя бегом бросилась в сад. Она сразу забыла свои испорченные краски и ссору с братом. «Алеша!» — кричала она. «Алеша!» Братишка сидел на земле и, загораживая руками голову, испуганно смотрел на нее. «Встань! Встань!» Но Алеша вытянул голову и плечи и зажмурился. «Не можешь?» — испуганно спрашивала Катя, ощупывая Алешу на коленке. «Держись за меня!» Она обняла братишку за плечи и осторожно поставила его на ноги. «Больно тебе?» Алеша мотнул головой и вдруг заплакал. «Чего? Не можешь стоять?» — спросила Катя. Алеша еще громче заплакал и прижался к сестре. «Я никогда больше не буду твои краски. Никогда, никогда не буду!» Волшебное слово. Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. «Подвиньтесь», — сказал ему Павлик и присел на край. Старик подвинулся и, взглянув на красное сердитое лицо мальчика, сказал: «С тобой что-то случилось?» «Ну и ладно, а вам что?» — покосился на него Павлик. «Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то». «Еще бы!» — сердито буркнул мальчик. «Я скоро совсем убегу из дому». «Убежишь?» «Убегу. Из-за одной Ленки убегу». Павлик сжал кулаки. «Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько. Ни одной краски не дает, а у самой сколько». «Не дает. Но из-за этого убегать не стоит». «Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала. Прям тряпкой, тряпкой!» Павлик засопел от обиды. «Пустяки!» — сказал старик. «Один поругает, другой пожалеет». «Никто меня не жалеет!» — крикнул Павлик. «Брат на лодке едет кататься, а меня не берет. Я ему говорю: возьми лучше, все равно я от тебя не отстану. Весла утащу, сам в лодку залезу». Павлик стукнул кулаком по скамейке и вдруг замолчал. «Что же не берет тебя брат?»
А почему вы все спрашиваете? Старик разгладил длинную бороду. Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово. Павлик раскрыл рот. Я скажу тебе это слово, но помни, говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни, тихим голосом, глядя прямо в глаза. А какое слово? Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась Павликовой щеки. Он прошептал что-то и громко добавил. Это волшебное слово, но не забудь, как нужно говорить его. Я попробую, усмехнулся Павлик. Я сейчас же попробую. Он вскочил и побежал домой. Лена сидела за столом и рисовала. Краски зеленые, синие, красные лежали перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой. «Обманул старик», — с досадой подумал мальчик. «Разве такая поймет волшебное слово?» Павлик боком подошел к сестре и потянул ее за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал. «Лен, дай мне одну краску. Пожалуйста». Лена широко раскрыла глаза. Пальцы ее разжались, и, снимая руку со стола, она смущенно пробормотала. «Какую тебе?» «Мне синюю», — робко сказал Павлик. Он взял краску, подержал ее в руках, походил с нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о волшебном слове. «Пойду к бабушке, она как раз стряпает, прогонит или нет». Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки. Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, заглянул в глаза и прошептал. «Дай мне кусочек пирожка, пожалуйста». Бабушка выпрямилась. Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. «Горяченького, горяченького захотел, голубчик мой», — приговаривала она, выбирая самый лучший, самый румяный пирожок. Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал ее в обе щеки. «Волшебник, волшебник!» — повторял он про себя, вспоминая старика. За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо спросил. «Возьми меня, пожалуйста». За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся. «Возьми его», — вдруг сказала сестра. «Что тебе стоит?» «Ну, отчего же не взять?» — улыбнулась бабушка. «Конечно, возьми». «Пожалуйста», — повторил Павлик. Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы. «Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся». Помогло, опять помогло. Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. Скамейка была пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки.